Новогодними елями будут обогревать собачьи приюты в Воркуте и Ухте. А служившие свой недолгий срок, теперь они станут топливом для печей. Акцию инициировал региональный оператор с севера. А в Инте юные натуралисты сдают елочки на корм животным. Виктория Денисова узнала о второй жизни новогодних красавиц. Козам и овцам по одной веточке, лошадям по целому дереву, грызунам всего по паре хвоинок. Теперь новогодние деревья пополняют рацион животных. Для них переработанная ель – настоящее лакомство. В Инте акцию по утилизации деревьев затеяла станция юнатов. Для разных видов животных мы используем хвою по разному назначению. А для домашних сельскохозяйственных животных, например, лошадей, коз, овец, естественно, что это главная минеральная подкормка такая в зимний период, и мы поэтому ежедневно даем каждому животному по-разному, потому что в зависимости от веса животного. Если декоративные животные или дикие животные у нас, например, как белки есть, мы, естественно, используем как хвою в вольерах. Ели для питомцев не только лакомство, но и полезный продукт. Ценные биокомпоненты, микро- и макроэлементы, витамин С, аминокислоты – всю пользу хвои и не перечислить. А потому, по словам сотрудников, деревья едят практически все обитатели станции, даже птицы. За порциями строго следят. Переедание может вызвать интоксикацию. Впрочем, животные без особой нужды больше положенного есть и не станут. Кладем по одной веточке. Это не значит, что они полностью всю ветку съедают, например, мелкий рогатый скот. Лошади, конечно, могут. Станция юнатов проводит акцию 6-й год подряд. Однако сотрудники признаются, со временем люди приносят все меньше деревьев. Все чаще человек покупает искусственные ели. Вначале это было очень много ели, которые жители приносили, школы приносили, управляющие компании приносили. К сожалению, может быть, для нас, а может быть и к радости для нас, меньше. Почему? Потому что люди все-таки стали переходить на искусственные ели. Это говорит о том, что живые ели сохраняются в живой природе. Помочь станции юных натуралистов может любой желающий. Достаточно принести елку или ветки в один из 3 пунктов приема. Перед этим важно очистить дерево от украшений, конфетти и мишуры, дабы животные не отравились. Виктория Денисова, телеканал Юрган, Инта.